Раса Юкнявичене, я член парламента с начала нашей независимости. Работала министром обороны в правительстве Андрюса Кубилюса. Активно работаю в парламентской ассамблее НАТО. Сейчас я выбрана там вице-президентом этой ассамблеи. И Чечня для меня и боль моего сердца, и надежда. Боль, потому что сейчас я вижу, что можно сделать с народом, вот с этими методами, которые, наверное, Путин принес из КГБ, когда в глазах всего мира сделана такая опиния, что вот Чечня — это что-то плохое, Чечня — это террористы, Чечня — это Кадыров и только те, которые его поддерживают, Чечня — это убийство и так далее, и так далее. Я знаю, что это не так, что это такая политика Кремля, чтобы чеченского народа больше никто не поддерживал в мире за его борьбу за свободу. А для нас в начале нашей же борьбы за свободы Чечня и чеченцы были теми факелами, как бы сказать, свободы, которых мы всегда поддерживали и сейчас поддерживаем. Но сейчас обстановка, конечно, труднее. Я могу очень честно сказать, что сейчас уже дискуссий про то, что происходит реально в Чечне, совсем нету в мире. И я думаю, что как раз вашему правительству в экзиле, тем людям, которые не хотят такого имиджа чеченца и Чечни, которого создал, к сожалению, Кадыров, надо очень сильно работать, и мы поможем, чтобы изменить этот имидж, и чтобы опять на стол было положено дело Чечни вместе, конечно, с делом всей России, потому что это только часть того, что мы видим сейчас в этой агрессивной политике Кремля, в которой, как бы сказать, акцентом не только является Чечня, но мы тоже, балтийские государства. Конечно, и 91 год, и то, что потом случилось уже, когда Путин пришел к власти, это все очень глубоко было у нас, у литовцев, в сердце. И мы наблюдали над этим, много литовцев даже ехали помочь чеченцам, но политики помогали, признавали Чечню даже в наших в политических кругах, как государство. Но это, конечно, тогда не помогло, но самое варварское такое была война Путина против Чечни, когда он даже взрывал дома у себя в России, чтобы из-за этого начинать войну с Чечней. Ну, это уже как раз вот такое дело спецслужб Советского Союза бывшего и нынешней Российской Федерации. Это цинизм высшего класса. Я хочу всем чеченцам, у которых жив еще этот дух свободы, чтобы они имели терпение и чтобы и у них была надежда. Вы не одни. Мы помним вас. Неважно, что не говорят уже так много, как раньше говорилось, но все-таки мы с вами, мы помним, мы встречаемся с вашими людьми, политиками, и то, что от нас зависит, мы будем помогать.